почему такой натяг идет у меня. Так. Так, вроде бы все нормально. Как будто бы надо проверить трансляцию, опубликовать ссылки. Так, трансляция. Проверяем. Угу. Это включилось. Так. Включилось. Так, звук я себя слышу. Хорошо. Угу. Скоро ко мне роутер придет. Должно быть все хорошо. Потому что будет лучше скорость, я так думаю. Сейчас немножко публикую, что хотел закрепить. Так. Добрый вечер. Чуекегенен, доброго вечера. Так, все это мы закрепили. Теперь сейчас, секундочку. Буквально очень интернет медленно работает сегодня. Они иногда как-то глушат его. Хочу ссылку разместить в Telegram. Telegram веб-версия уже не работает. На всякий случай у меня сегодня. Даже с определенными ухищрениями в виде 3 букв. Так, пришлось скачать приложение, поэтому и задержался. Скачивалось тоже медленно. Так. Роболарун. Так, как меня видно, слышно. Пишите, из какого города смотрите, из Якутска или из районов, или вообще из другого города, из другой области, губернии, республики, области. Так, ссылочку копировать. Публикуем ее в Telegram. Ничего, скоро мой роутер придет, будет, я думаю, побыстрее все. Так, что в Телеграме начался стрим. Всех жду. Хотя бы так уведомим. Все, мне кажется, нормально. Из Хангаласов. Привет Хангаласам из Якутска. Сейчас в данный момент нахожусь в столице нашей республики. Так, все. Здесь будем мы чатик смотреть, писать. Качество у меня такое. Ладно. Вам, надеюсь, нормально. Так, якутскую клавиатуру ставим. Будем пробовать писать. Угу. Пытаюсь привыкнуть к новой раскладке в клавиатуре. Там как-то по-другому раньше все работало. Было более интуитивно понятно, как использовать якутские буквы. Сейчас пока еще не привык. В общем, такие вот дела, такие пироги. Почему увлажнитель воздуха включил, чтобы горло у меня не пересыхало. И поехали, в общем, повторять. Значит, у нас сегодня Хаган когда. Давайте сразу будем пробовать писать его. Как у вас погода в Хангаласах? В Якутске сегодня холодно. Так. Значит, мягкий знак – это Х. Хаган. Хаган – это у нас когда. Можете записывать, те, кто по фону смотрит.
и будем заодно повторять. Значит, буду сегодня говорить в разнобой, то, что вот мы проходили в шортсах. Так. И в шортсах, и на стримах. Ну и сегодня все повторим, в общем, каждую из этих фраз, моментов этих всех. Угу. Значит, хахан когда? И мы отвечаем на вопрос. В данном случае у нас получается, давайте, потом поздно. Такие слова, которые уже у нас пореже использовались. Мешает мне тут. Все. Значит, потом поздно. Вспоминаем, как это будет. Пересматриваем шортс, который я разместил. Это будет хоют. Хоют – это потом поздно. Вспоминаем хоют, пока на слух пытаемся. Хоют, потом поздно. Если интересно, если хотите задавать свои вопросы, можно пообщаться, познакомиться. Что-то я сегодня после работы вообще мозги не соображаю, если честно. Глаза болят, голова болит. Видимо, из-за перемены температуры. Я такой вампир средней полосы, как сказать. Чувствительный, похоже, оказалось с возрастом. Так, какое еще можно слово вспомнить из того, что мы проходили? Мы где-то до 30 слов прошли, примерно там 29, если не ошибаюсь. Давайте вспомним, допустим, позавчера как будет. Позавчера у нас будет, даю вам 10 секунд на вспомнить, чтобы вспомнить, и будем писать. Вспоминаем. Иллере, красивое слово. Иллере. И какое еще слово там, фраза, устойчивое выражение? Иллере, как солнышко. День, солнышко. Кюн. Так, сейчас посмотрим. Альт. Надо мне найти бы ту клавиатуру, которая раньше была. Вот она у меня здорово там быстро я писал, и я здесь не могу как. Y, наверное, как Ю, наверное. Ага, кюн. Все. Альт, Ю. Кюн. Иллере кюн. Иллере кюн – это у нас позавчера. Я специально жду, чтобы люди подключились. Давайте я сейчас буду говорить на якутском, а вы будете писать перевод на русском. Сейчас Саша включится. Есть такое слово хоютук. На слух воспринимайте. Хой. 2 У. 2 У – это как ударение больше идет. То есть означает хоютук. То есть не надо тянуть. Хоютук. Хоютук. Хоютук – это у нас что? Вспоминаем. Есть подсказка такая вот это. Во-первых, это было то ли в сегодняшнем шортсе я был про хоютук говорил. Да, в сегодняшнем. Вот сегодня я разместил шортс. Там коротко говорю 5 слов. Хоютук был. И вспоминаем, какое еще слово было. Давайте, как подсказка вам будет, тоже на якутском. Но такое более заимствованное, и оно будет читаемо. Частотык. Частотык. Хоютук и частотык. В общем, хоютук и частотык – это часто. Давайте, подключайтесь, не стесняйтесь, спрашивайте. Так, дальше. Мое любимое слово – июнь. Так, сейчас посмотрим, как пишется у нас. Так. Через ё, наверное, да. Это Alt-ё, это я вот установил на компьютер. Клавиатуру такую, там она автоматически скачивается. Вообще, хоютук и частотык. Хоютук, частотык – это у нас часто.
Видите, часто, частотык. Ну, более якутское слово хуитук. Так, так, какое я вам слово хотел написать? Ага, вспомнил. Ы, это как ой, внутри такая тильдочка и краткая. В голове представляете, тогда и будете запоминать. Дальше идет как y, ю, две, да? Июнь на слух. И теперь внимание на экран. Снова я забыл у себя на телефоне перевести с английского. У меня, в общем, телефон на английском стоит, на английской раскладке. И я вот только в компьютере вижу, что я там пишу, на якутском или на русском. А на телефоне у меня какая-то билиберда тут китайская. Так. Июнь – это у нас, я специально сложные, я надеялся, что будут зрители, которые были на прошлой неделе, специально даю в разнобой. Июнь – это у нас послезавтра. Июнь – это послезавтра. Так, давайте что-нибудь попроще. Вот это вы точно будете знать, я думаю. Сарсерда. Если якутской клавиатуры не надо, сарсерда. Хаган когда? Сарсерда. То есть мы что с вами повторили? Хаган когда? Хуют. Потом, поздно. Иллерекюн. Вспоминаем. Позавчера. Какое число мы? Хуютук. Часто тык. Часто. Июнь. Июнь – это у нас послезавтра. Сарсерда. Говорят, у тебя сарсерда нам доброго утра. Или у тебя сарсерда доброе утро. Сарсерда – это утром. То есть хаган когда? Сарсерда утром. Так, дальше. Значит, как вам упростить? Вы, наверное, не знаете. Поэтому давайте простое слово. Вы сейчас угадаете, оно будет созвучно с русским. Так, альт, ё, эс, две с, и эс. Подумайте и напишите. Можно ошибаться. Главное, давайте включимся в диалог. Я не люблю в монологах участвовать. Точнее, люблю, но хочется все-таки какую-то обратную связь получать. Я хотел, в общем, сделать, пока вы думаете, что такое эссе, очень созвучно с русским словом. Хотел вот такую красоту сделать в эфире, но она мне по глазам бьет. Получается красота. Я делал, вот так хотел делать. Получится. Я всегда клин клином вышибает. Чем бы ни занимался, всегда стараюсь. Там говорят, нельзя бегать, начинаешь бегать. Нельзя петь, начинаешь петь. То есть, наоборот, надо все тренировать. Вот у меня голос быстро садился, после того, как я его сорвал. Из-за неправильного звукоизвлечения и перенагрузки на голос. И потом я долго говорить не мог. Сейчас я, видите, могу и дольше говорить, и улучшается. Еще придумал, как дополнительно, то есть я и поставил этот, как это называется-то? Забыл, напишите, в общем, кто знает. Сегодня у меня голова не соображает. Вот. Напишите, какой у вас уровень владения якутским, знаете ли, близко ли вам это. Ладно, давайте. Эссе – это еще. Эссе – это еще или, подумайте, все еще. Поэтому это все еще или просто еще. Эссе. Очень созвучно. Бюгün – это если сейчас есть тюркоязычные народы, кто смотрит меня в данный момент времени. Что-то сегодня у меня с формулировкой вообще беда. Я целый день сегодня такой. Вообще, я не знаю, что случилось. Скажите, у вас есть такие реакции на эту жизнь? Когда ты тупеешь во время дня. В общем, надеюсь, нормально меня слышно. Бюгün. Бюгün – это, вот если есть тюркоязычные
тюркоязычные, тюркоговорящие сейчас люди в эфире, зрители, то вы, наверное, предполагаете, что такое бюгün. Очень похожее слово, и оно во всех тюркоязычных похоже. Как Ахаган, Кашан, там, да, и так далее. Аган, когда? Бюгün. Я всегда за очень, как бы, разговорные слова и учить, чтобы это в жизни можно было употреблять. То есть вы, даже не зная якутский, уже сможете сказать, что Аган, когда? Аган, спросит, а вы скажете. А утром это как? Сарсерда. Или скажут Аган, когда? Вы скажете позавчера. Или как? Или рекюн. Извиняюсь, только что говорили. Или, допустим, скажем, Аган, когда? Часто тык, да? Или хуютук, часто. Хуютук. Или когда? Какие еще слова у нас были? Сейчас посмотрю, что мы там еще говорили. Послезавтра мы повторили, утром повторили. Ага, и вот бюгün. Бюгün – это у нас, бюгün, вспоминаем, это сегодня. Вы можете выписывать слова и уже сможете отвечать на вопрос «Аган, когда?». Также переходите в мой канал, смотрите шортсы. У меня есть, в общем, английский канал, якутский канал. Вот английский я вам сейчас с него пишу. Якутский – это на нем трансляция. Еще есть канал Скотт. Там я новый опыт получаю. Чаще записывать новости, чаще какие-то спортивные новости про звезд. В общем, разные мнения высказываю, скорее провокационные, наверное, потому что моя сущность, она такая, как бы воспитана, что я говорю то, что я думаю. И поэтому не каждому может понравится, но у каждого свое видение, у меня свое, я его говорю, высказываю. И мне всегда говорили, почему ты не ведешь канал, вот я решил попробовать. Просто на якутском это как бы непонятно, зачем такое вести мне. Так, говорит привет. Если правильно прочитал, да, Долан, да? Или Долун. Скорее всего, Долан, наверное, да? Поправьте меня, если ошибся. Долан 666. У меня под эту тематику все мои видео под 666. Я там графику ставлю разную. Для интереса самому, так, чисто такое актерское, да. Я вообще хотел бы вот сыграть в каких-нибудь таких мистических фильмах. Интересно такое, со спецэффектами. Поэтому нравится спецэффекты накладывать. А вообще играл, к сожалению, много времени не было. Я на обычных работах работаю, но в Москве в массовках снимался. Там такие эпизодические сцены, скажем так. Там фраза будет какая-нибудь одна или две, в зависимости, как повезет на кастинге. И кастинги сейчас там в этом плане сложные. Раньше то, что вживую приходите, у вас какой-то шанс, что ты себя можешь показать там, да, а все сейчас кастинги удаленные. У вас там 100 групп Telegram, там еще какие-то там, в общем, разные платформы, там выкладывают посты, публикации, где, в общем, идет какой-то кастинг и сбор какой-то портфолио, там, да, фотографии смотрят, ваши видео, визитки и так далее. И по факту поток-то громадный, все хотят, все отправляют, возможно, вас даже не посмотрят. Поэтому я считаю, это не очень хорошо. То есть это уже будет от нечестности зависеть. У тебя некоторых подписан, с которыми я немножко сотрудничал, на вот этого рекрута, да, я не забыл, как это называется. В общем, на честность, на их честность, что они все посмотрят. Вот. А так, если попадаешь, там, в принципе, можно зацепиться, заговориться, как-то заинтересовать их тоже. Потом начинают продолжать приглашать. И вот я там особо не увидел перспектив, там немного платят, вот, за 12-часовую смену, а чаще там и больше. И сцены неинтересные. Я понял, что лучше в Ютубе продвигаться и как-то вот пробую 3 каналами. Вот основной акцент делаю на якутском сейчас и на канале Скотт. Английский чуть-чуть подзабросил, но вот пытаюсь тоже что-то придумать, чтобы интересно было. Напишите
Пробовали ли когда-нибудь где-нибудь выступать, может быть, в школе, в институте? Нравится ли вам это? Что у многих людей стезя-то она такая, а вот туда пробиться без связи очень сложно. Вот. Так, значит, бюгün, Хаган, когда? Хаган, когда? Я уже говорю так. Бюгün сегодня. В общем, и надо как использовать слова, которые в жизни пригодятся еще. Вот я все время вспоминаю и все время напоминаю, что у нас есть ТЦРЛ, торговый центр РЛ. РЛ – это у нас надежда. Сфера надежды любовь. Да, вот РЛ – надежда. Там Дохсун – дерзкий, Долгун – волна, Модун – мощный. Ну, там несколько синонимов перевода. Даже если вы у человека с национальностью саха, прям истинного коренного, да, носителя, native speaker, спросите, как переводится мадун, не сразу вам ответит, потому что никто не переводит. Переводчик – это вот одно, а когда говорят, это ты смысл как бы понимаешь, и чтобы на русский там… в основном я делаю так, что надо искать слова похожие. То есть если дохсун – дерзкий, на «д» начинается дерзкий, да, мадун на «мен» – мощный. Долгун мне проще, просто долгун для меня ассоциация с бассейном, поэтому долгун – это волна. Чолбон – это у нас там звезда нарисована на бассейне, это северная звезда, а есть такой спорт, я там бегал, выиграл какие-то медали, не какие-то, а золото, серебро, еще у меня была способная ученица, вот, и она у меня золото сразу выиграла, я она тренировал, потому что она тренировалась со мной, а не с девочками, а с мужчиной это тяжелее тренироваться, и поэтому она со мной выкладывалась, уставала там, потом, когда с девочками побежала, она их там на 2 круга обогнала, вот. Так что я в разных аспектах в разных аспектах, в общем. Я, в общем, обычный человек, который пытается в этой жизни все попробовать, все интересно. Вот кто я. Так. Значит, дальше идем. А так меня среди актеров, там я не с главными актерами, с ними редко там пересекаешься, с такими массовочными и так далее. Меня называли Джон Леннон. Я когда с длинными волосами был, в фильмах, там сериал такой, кодовое название «Агент». И там были как вот в советское время Волга машина, там одевали нас так. Там как раз подошло, я там музыканта играл. Не знаю даже, как в итоге будет фильм называться, сериал. Вот. Не особо, под секретом держится. Не знаю, как он выйдет. В инсте у меня там есть фотки с этого мероприятия, с этих съемок. Вот. И там у меня Джон Леннон называли. И в молодости меня девушки Киану Ривз называли из-за образа моего и поведения. Сейчас каждый год меняешься, стареешь, как бы. Вампиры тоже стареют. В общем, ставьте лайк, пожалуйста. Поддержите лайком. Вам не сложно, надеюсь. Нажатие там 2 раза, да? Или 3, не знаю. Так, Сарсерда. Значит, утром. Хаган, когда? Кюнюсь. К. Альт. Ю. Q. Ой. Так. Альт. Не, я скоро привыкну, я уверен. Кюнюсь. Так, Хаган, когда? Кюнюсь. Кюнюсь – это у нас когда, вспоминаем, только что говорил, днем. От слова кюн – день, да, днем. Хаган, когда? Сарсерда, кюнюсь днем. Чтобы слишком не облегчать задачу тем, кто уже смотрел, я думаю, будет полезно пересматривать данный онлайн-стрим. Мы будем идти все-таки не по порядку. Давайте вспомним, как будет давным-давно. Давным-давно было… Вот закройте глаза и представьте, если учили до этого. Вспоминайте. Надо каждую буковку представить, тогда она в голове… Я так английский учу, между прочим. Якутские тоже слова. Я же не все знаю. Былыр. Былыр. Былыр – это у нас давным-давно. Так, теперь я называю по-якутски. Похожее будет слово. Кто смотрел предыдущий эфир, сразу поймет. Вспоминаем. Былырын.
Слушайте, как сложно, это когда голова после работы не всегда работает, уставшая какая-то, несконцентрированная, сложно мысль держать. И особенно, когда вы обратную связь не даете, вы можете что угодно писать, как бы я не обижусь. Даже в ЧС не добавляю, но если прям долго оскорблять не будете. А так мне в целом без разницы, как бы, вижу вашу позицию, что сделаешь-то с ней. Я знаю, что всем не понравишься. Я привык всем не нравится. Так, былырын. Былырын это у нас, то есть былыр это у нас как? Давным-давно, а былырын это чуть-чуть раньше, чуть-чуть меньше, чем давным-давно. Думаете? Я надеюсь, у меня от этого прибора не сломаются, от этого увлажнителя воздуха. Вспомнил, увлажнитель воздуха. Напишите, были ли вы в прошлый раз на эфире. Каждый понедельник стараюсь выходить после 10. Но я смотрю, больше людей выходит, когда после 11-12. Может быть, так и надо выходить. Вот. Как раз перед сном освобождаются, еще с других регионов тоже. Надо посмотреть другие дни тоже, находить силы. У меня пока не совсем есть силы. Стараюсь вести 3 канала. И работать еще и так далее. Работаю 5,5 дней, практически 6. Еще спортом занимаюсь. Короче, я себя не щажу нещадно просто. Ну, спортом пытаюсь сейчас форму восстановить. Напишите, какая у вас форма. Восстановили вы ее или поддерживаете? Знаете, проще поддерживать. У меня вот раньше, когда в жизни просто разные ситуации случаются, жизненные трудности, да, какие-то. И, как сказать, но проще поддерживать форму. То есть, когда вот у меня форма была какая-то там беговая или там спортзальная какая-то определенная, по весам, скажем так, смотреть форму, если, то проще поддерживать, не бросать, хотя бы, если нет возможности, раз в неделю ходить. Тогда форма будет сохраняться и легко. А у меня был период, что я, к сожалению, пришлось по определенным причинам, по разным, подотказаться немного, сократить, и больше там на улице бегал, если была возможность, еще что-то. В общем, там и по здоровью где-то еще что-то. Но иногда перерывы нужны. В общем. Но форму восстанавливать потом тяжело. Вот, допустим, в спортзал сейчас хожу, и совсем не те показатели, какие были. Так, окей. Поболтали, отдохнули. Дальше. Сарсын. Сарсын. Сарсын это у нас... Аган, когда? Сарсын. Дам вам время. Подумайте. У меня глаза оперированные, кому интересно. Я в очках. Хотя бы меньше приходит. Я вообще вот так бы сидел, но когда совсем устаю, так сижу. Тут так делаю, чтобы мне хотя бы вот этот сбоку не бил, и который вот за телефоном стоит, лампа поменьше бьет. Кстати, уже глаза краснеть начинают. Так. В общем, сарсын это у нас завтра. В общем, кто знает, молодцы. Так, дальше. Я часто говорю, переведите раньше меня. Раньше меня мин инмине. Мин инмине. Поэтому что инмине? По аналогии. Инмине. Это? Вспоминаем. Точнее, можно понять из того, что я сказал. Это раньше. Вы можете какие-то темы задать, можете про Якутию спросить, можете еще про что-то. Я в Москве вот 10 лет жил крайне, очень долго. Вот, и может еще буду жить, пока вот. Вспоминаем, что такое иннене. Это раньше, перед. Хочется поболтать, пообщаться, познакомиться. Подписывайтесь на меня. Есть возможность, поддержите донатом на карту. Можно там, кстати, можно еще не только донатом на карту, можно Donation Alerts. Donation Alerts. Сейчас я размещу, вдруг у кого-то есть желание. В общем, мне уже начинают периодически донатить, несмотря на то, что я пока, видите, не прям постоянно все там стримлю и так далее. Мне уже рекламу заказывают, мне уже донаты присылают. Я очень благодарен. Ну, правда, пока не часто, но то хорошо. Главное начать. Мне вот девушка Дарья там 1000 рублей отправила. Прям очень благодарен.
Мирас. Он так зовут мужчину. Он отправил тоже какой-то там донат чуть поменьше. Еще кто-то был. В общем, всем, кто донатит, спасибо. Вы можете, вот я на канале «Хочу и смогу», вот английский язык, Can Learn English, либо Can Learn КТ на якутский, либо канал Скотт. На Скотте вообще любую тему могу разобрать, ну, в чем я разбираюсь. Если не разбираюсь, в принципе, могу и вникнуть. И вы можете посмотреть шорты, в котором стиле я делаю. И вот в таком стиле, активном, энергичном и со звуками, с переходами, с видеоэффектами могу, ну, вы пишете донат, отправляете, там, допустим, какую-то сумму, там, и пишите, какую тему разобрать. Вот. И я выпускаю. Чаще пока вот на якутске 2 раза так делал, ну и на Скотт там тоже были, кому так разбирал. То есть на Скотте я разбирал про звезд, про ЧБД. На ЧБД у меня там 1 000 000 с чем-то вообще набрало. Потом просмотров. Потом футбол. Футбол я анализирую. И армрестлинг, бокс и так далее. Ну, то есть чем я занимался, то и анализирую. Так, давайте надо все повторить, нам успеть. Уже 30 минут прошло. В общем, сегодня кто смотрел, наверное, Shorts, тот знает это слово. All. Вспоминаем. Я уже в голове уже все сказал. All Kenniten. All Kenniten. Так. All Kenniten. Саш, соберись. Kenniten. По-моему, так. Kenniten. All Kenniten. По-моему, так пишется. All Kenniten. Я засомневался. Знаете, иногда бывает, начинаешь задумываться. Я вот, допустим, по-английски много слов знаю, до 3000 слов, да? Может, сейчас уже больше. И которые долго не используешь, или даже часто, может, которые используешь, но когда надо прям, чтобы это чтобы точно было, начинаешь задумываться, начинаешь терять смысл этого слова. Хотя так-то в целом шаришь и знаешь, как он переводится. Кеннитен. По-моему, так. Кеннитен. Так. Словарь не покажет, да, нам его? Интересно, почему не хочет показать? В общем, словарь ругается на меня. Ну, я думаю, правильно. По-моему, так было. All Kenniten. И вспоминаем, как это было. В шорте сегодня можете повторить. Хаган, когда? All Kenniten. После этого. То есть такая разговорная фраза. All Kenniten – это после этого. All Kenniten – после этого. Очень сложное слово. Ördünüte. Хаган, когда? Ördünüte. О, стильдей. Ой, сейчас. О, стильдей почему-то не буду писать. Так, alt. Ё, ör. 2 Ой, так, вот. Ördö. На слух пока пытайтесь. Потом N как нг. Такая. Так, alt N. 2 N. Потом как Y это U. Ördünüte. Почему важно медленно проговаривать, так и в английском, и в якутском, чтобы запоминать? Надо каждую букву представить в голове, постараться написать. Метод написания самый эффективный, когда вы рукой пишете. Я, допустим, в институте так учился когда-то. И я, допустим, делал шпаргалки. А что значит шпаргалки делал? Я ими особо-то и не пользовался. Конечно, были, может, когда-то моменты. Но в целом это мелко что-то пишешь и основную мысль. И пока ты пишешь, проговариваешь, смотришь, и ты запоминаешь. И я, бывало, вот запишешь все эти шпаргалки, какие возможно, что может быть, да, на экзамене, и ложишь, кладешь в карман. И от того, что оно здесь, ты уже спокоен и как-то вспоминаешь все, что ты написал. Потом, правда, забываешь уже, как сдал. Это на всем известно. Но вот с языками такого не будет, извиняюсь. С языками такого не будет, потому что его начинаешь использовать. Хахан когда? Эрдюните. Эрдюните – это в давние времена.
Эрдюните в давние времена. Эрдюните. Эрдюните в давние времена. Вспоминаем ол киннитен. После этого ол киннитен. Киннитен. И в давние времена это эрдюните. Эрдюните в давние времена. Ну, сложное слово. Давайте вспомним то, что мы сегодня прошли. Хуютук, часто тык. Хуютук, часто тык. Это часто. Хаган когда? Хаган когда? Хуютук. Хаган когда? Частотык часто. Олкинитен это, вспоминаем, после этого. Эрдюните в давние времена. Так, хуют это потом. Мы сегодня уже писали это. Бюгюн это сегодня. Что мы сегодня проходили? Сарсырда утром, кюнюз днем. Это мы все вспоминаем, то, что мы проходили на прошлой неделе и позапрошлой. И все это все еще. Сотару проходили сегодня? Писал я Сотару? По-моему, еще не писал. Давайте напишем Сотару. Напомню, что сейчас я благодарен Гуглу и, наверное, Яндекс тоже. Это на Google больше. В общем, появились клавиатуры в Андроиде, и там прям раньше надо было отдельно скачивать какие-то приложения, там ставить гугловскую там тему, а сейчас можно в Андроиде просто скачать якутскую клавиатуру, она будет как русская выглядеть, ну и там интуитивно понятно. Вот то же самое стало с Windows 10, там можно скачивать якутскую раскладку, ну, маленько непривычно, там Alt-U это это O стиль D, да, Alt-U это Y, ну, как U, Alt мягкий знак это Х, по-моему, Alt-G это Г, ну-ка, ага, так, и кого я еще не назвал? Так, все вроде да, назвал. Так, не вспомню. Все назвал. В общем, прикольно. Я очень рад, что так появилось, что не надо что-то левое скачивать. Вот такие дела. Так, значит, вспоминаем. Ол киннитен. Ол киннитен – это после этого. Эрдюните в давние времена. Сотору. Сотору – это у нас... Я, наверное, отодвигаюсь, не слышно меня? Сотору – это у нас скоро. Сарсын – это у нас завтра. Сарсырда – это утром. Кюнюсь – это днем. Надо стараться, естественно, первое время медленно вспоминаются слова. Вы записали даже их. Но стараться быстро уже. Сарсырда утром. Хан, когда? Сарсырда утром. Надо, как в Comedy Club USB здесь, который каждое свое слово дублирует на английском. Да? И все, это еще. Хаганда. Хаганда. Есть когда хаган. Так, альт. Так, альт мягкий знак. Хаган. Хаганда. Это никогда. Хаганда никогда. Давайте, чтобы закреплялось. Ол киннитен. Ол киннитен это у нас после этого. Эрдюните. Эрдюните это у нас в давние времена. Сарсырда это утром. Кюнюсь это днем. Сотору. Сотору это скоро. Сарсын это завтра. Июнь. Это О как с тильдочкой и краткое. Y. Июнь послезавтра. Вот, ну, сложные, согласен, слова вот эти. Ол киннитен после этого. Хаган когда? После этого. Ол киннитен. Эрдюните в давние времена. Мы еще былыр с вами прошли. Былыр давным-давно, а былырын это в прошлом году. То есть былыры совсем давным-давно, а былырын это вот недавно, в прошлом году. Хуют потом. Хуют потом. Бюгюн сегодня. Так, эллерекюн. Эллерекюн это у нас позавчера. Я считаю, здорово у нас сейчас идет. Так. Значит, БГГ. БГГ это у нас
Там 2 «э» в конце. БГГ. Как ударение на последний слог. БГГ – это у нас вчера. Добавили слово, повторяем. Июнь, июнь, послезавтра. Сарсын, завтра. Бюгün, сегодня. Иллерекün, позавчера. БГГ, вчера. Все еще. Хаган, когда. Вот это все ответ на вопрос. Хаган, когда. Хаган, да, никогда. Иннине, переведите раньше меня. Мин иннине, раньше меня. Иннине, перед, раньше. Былыр, давным-давно. Былырын, в прошлом году. Хоют, потом. Хоютук. Хоютук. Вспоминаем. Хоютук, частотык. Вы можете сразу хоютук, частотык вместе. Хоютук, частотык – это у нас часто. Ол кинете. Ол кинете после «спасибо за лайк». Все вижу, все смотрю. Есть такие приколы на эту фразу. Все вижу, все смотрю. Там футболист один смешно блог вел. И над ним один канал «Фабрика футбола» издевался его в этот. Все вижу, все смотрю, все комментирую, что такое, там набор слов какой-то. Спасибо за лайк. Эрдюните. Эрдюните – это в давние времена. Значит, мы прошли сарсырда. Хахан когда? Сарсырда утром. Кюнюз днем. Бюгün сегодня. Сарсын завтра. Сотуру скоро. Июнь послезавтра. Иллерекюн позавчера. Так, что еще? Заговариваю. Спасибо за лайк. Былыр давным-давно. Былырын в прошлом году. Хуют потом. Седыхтик. Седыхтик, кстати. Седыхтик. Седыхтик мы еще проходили. Я не прям, чтобы успеваю готовиться, извините, но я примерно понимаю, что я буду говорить. И надеюсь иногда на свою память. Так. На что не стоит надеяться. Седыхтик. Седыхтик. Седыхтик – это у нас... Хуютук – это у нас как? Хуютук, часто тык. Это часто. А седыхтик – это редко. Редко. Так. Запутываем вас. Вспоминаем начало. Ну, более так по порядку, значит. Сарсерда утром. Кюнюсь днем. Сарсын. Вспоминаем. Завтра. Иллерекюн. Позавчера. Вчера. По-якутски. Подумайте. БГГ. Вчера. Так. Скоро. Скоро как будет? Скоро будет. Сотору. Так. Мощно бьет. Так вот. Сотору. Скоро. Иннене. Раньше, перед. Мин иннене. Раньше меня. Хаган когда? Хаган да. Никогда. Хаган. Так. Седыхтик. Вот. Только что мы в самом начале говорили. Спасибо за реакцию. Седыхтик – это у нас редко. Хуйтук и частотык – это часто. Сложное. Ол киннитен. Вспоминаем. Только что проходили. Сложно. Это реально сложно. Это надо переписать. Ол отдельно. Киннитен. Можете пролистать по чату. Там написано ол киннитен. Это после этого. Эрдюните. Эрдюните – это в давние времена. Былыр давным-давно, былырын в прошлом году. Тюн. Хаган когда? Тюн. Так, Т, Альт, Ю, Н. Тюн. Тюн – это у нас сарсерда утром, кюнюз днем, тюн – это у нас ночью. Сейчас я немножко... пересыхает, устало горло. Сейчас. Еще надо воду пить, конечно. Но хочется сладкого. То мозг совсем не желает. Знаете, да, такая штука есть. С возрастом очень полезно есть горький шоколад. Вообще сладкое, но полезное. Бесси. В общем, горький шоколад, он по
помогает от Паркинсона или как-то так. В общем, у нас бывает там, как это называется-то? С возрастом идет, в общем, деградация человека может быть, как бы, да. Я вот не очень, я как бы не все знаю, что такое BC. Я вот переведите, пожалуйста. Интересно. Мистер Саша. Саха. BC. Вы правильно написали? Я просто что-то такое, не знаю, написание. Так, и, в общем, и поэтому я сейчас сладкую в газировку налил, которую раньше вообще не пил. Она помогает вот как-то проснуться, мозгам начать соображать. Бывает, сидишь, учишь что-то, занимаешься. Я сижу, допустим, английский прохожу в приложении Polyglot. И просто голова думать не хочет. Что попил сладкого, что-то раз, что-то только жил. В общем, тюнь – это ночью. Бюгün – сегодня, сарседа – утром, кюнюз – днем, бэхэ – это у нас вечером, сарсын – это завтра, июнь – поза, ну, как после… Какое слово сказал? Июнь – послезавтра. Позавчера – это иллерекюн, сотору – скоро, еще, иннене – раньше, миннене – раньше меня, хаханда – никогда. Спасибо за лайки, очень приятно. Часто тык, это хойтук, часто. Седехтик – противоположность часто. Седехтик – это редко. Еще есть у нас из предпоследнего шорца РД. РД – рано. РД – это у нас рано. Бесси. Что такое бесси? Какое-то ругательство, нет? Я что-то не слышал такого слова. Напишите, пожалуйста, вперед. Так, вспоминаем. Хоютук. Хоютук – это у нас часто. Садехтик – редко. Олкеннитен. Уже должно начинать запоминаться, я уже повторяю. Олкеннитен после этого. Сложное слово «эрдюнюте». «Эрдюнюте» – это в давние времена. «Былыр» – давным-давно. «Эрдюнюте» – в давние времена. «Былырын» – это в прошлом году. Мы еще можем вспомнить в этом году «быил». В этом году это «быил». «Быил» – это в этом году. Так, давайте опять вспоминаем. Хахан – когда? Тюн – ночью. Бюгün – сегодня. Олкиннитен – после этого. Олкиннитен. Эрдюнюте – давние времена. Былыр – давным-давно. Былырын в прошлом году. Быил – в этом году. Быил в этом году. Эгил в следующем году. Надеюсь, вам сильно микрофон трогаю не сильно, надеюсь, вам мешает. Эгил. Так, альт, мягкий знак. 2 и. Эгил. Эгил – это у нас в следующем году. Я очень надеюсь, что мои эфиры будут не просто так, когда люди сидят и ничего не делают, а что будет вам полезно и мне полезно. Мне полезно и с вами пообщаться, и чаще тоже слова произносить. Все-таки как переводить – это разные вещи, как я говорил, что и говорить. Я даже на английском тоже больше, допустим, понимаю, мне говорят, я все вроде понимаю. Говорят, перескажи. А я ни на русском, ни на английском, ни на якутском, нигде это. Не мой конек, я не умею пересказывать. Я потоковый человек. Так, былыр давным-давно, эрдюнюте в давние времена, былыр, былырын в прошлом году, эгил в следующем году, быил в этом году, простые сарсер да утром, кюнюз днем, тюн ночью, кехэ вечером, кехэ. Так, мягкий знак, кехэ. Спасибо за лайк.
Так. Хан и Хен. Хан и Хен. Это что-то прошу... Как... Я такую фразу не знаю. Это что-то... Хан и Хен. Типа ходя, да? Или что это такое? Вы пишите, как я же вам пишу. Я же пишу, чтобы этот эфир был полезен русскоязычным, кто изучает якутский. Понимаете? Кстати, между прочим, мимо проходя. Близко, спасибо. Спасибо, Картер 2008. Мимо проходя. Хан и Хен. Хорошая фраза. Хан и Хен. Хан и Хен. Так. Кехе вечером. Кехе это у нас вечером. Так, и РД у нас рано. Курук. Курук напишите. Вот у нас сейчас есть активные зрители. Курук знают, что такое. Хаган когда? Отвечайте. Курук. Курук это у нас что? Будет приятная ваша активность, лайки. Поэтому... Ну, я думаю, курук-то вы знаете. Курук. Да, все правильно всегда. Да, все правильно. Курук это всегда. Да. Курук всегда. РД рано, седехтик редко, хуетук часто, часто тык часто. Быил. Быил это у нас в этом году. Эгил в следующем году. Былырым в прошлом году. Былыр давным-давно. Кюнаи. Часто можете увидеть на режиме работы во многих там Затока, Теркатой Мада, по-моему, тоже было. Кюнаи написано. Очень часто такое написано. Это у нас так, кюн, alt ю, кюн, кюн, аи. А, две, и кратко, и аи. Кюнаи. Кюнаи это у нас, как догадаетесь, на режиме работы написано. Каждый день, да? Да, вы супер. Это класс. Кюнаи это каждый день. Ну, или можно сказать ежедневно. Каждый день отличный перевод. Так, повторяем. Сарсерда утром, кюнюз днем, кехе вечером, тюн ночью, бюгün сегодня, беге вчера, иллерекюн позавчера, сарсын завтра, июнь послезавтра, сотору скоро, былыр давным-давно, эгил в следующем году, быил в этом году, былырым в прошлом году и кюнаи ежедневно. Хуют потом. Ол киннитен это после этого. Хаган когда? Ол киннитен после этого. Өрдюнюте это в давние времена. Ну, близко, наверное, в давние времена, как и давным-давно былыр можно, проще былыр говорить. Но это же круче, знают такие слова, как өрдюнюте. Красиво звучит. Лерекюн позавчера. Бельгин это у нас. Напишите. Это многие знают, многие тюркоязычные народы. Бельгины, думаю, насколько помню, как и бегун. Бегун сегодня, а бельгин близкое должно быть слово по значению. Бельгин это у нас. Да, сейчас. Все верно. Сейчас, теперь. Now по-английски, да? Бельгин. Так. А как будет Онтон? Хаган когда? Онтон. Хаган когда? Онтон. Ну, я его делаю созвучно с русским. Да, конечно. Спасибо, что участвовали, комментировали. Доброго вам вечера. Успехов в ваших делах. Онтон – это у нас, я так созвучно, Антон потом.
Ну, там несколько значений есть, да? Что затем и так далее. Да, потом, все верно. Э, Се- Селя Синов 17, да? Я извиняюсь, правильно прочитал? Селя Синов 17 потом. Позже типа. Да, 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 да. Антон. Потом. Ну, позже. Ну да, наверное, можно так сказать. Позже, потом. Ну да, такой, наверное, синоним. Тута. Хаган когда? Тута. Не знаю, правильно я произношу. Тута. Тута, да, правильно. Тута. Хаган когда? Тута. Это у нас. Хаган когда? Тута. Кто знает, молодец. Это сразу. Сразу. Тута это сразу. Манна здесь, а. Тут. А, нет. Ну, здесь тут, да, это манна. Ага. А тут это как бы больше как хаган когда? Сразу. Тута. Ну, я, естественно, такой этот, как бы у меня с произношением везде плохо. Я на английском не идеально, и на русском не идеально. Я работаю над собой. В общем, по-моему, мы все повторили. Сейчас попробуем все вместе повторить. Давайте буду пока на якутском называть. Олкиннитен. А вы тут же пытаетесь на русский. Олкиннитен – это после этого. Эрдюнитте. Тоже туда. В давние времена. Эрдюнитте. А синоним такой небольшой – это былыр. Былыр – это давным-давно. Спасибо за лайки. Прям приятно. Так, эрдюнитте в давние времена. Былыр давным-давно. Былырын в прошлом году. Быил в этом году. Эйил в следующем году. Кюнаи, то, что на режиме работы написано. Можете проходить, и сейчас вы будете уже видеть, что кюнаи там написано. Это каждый день, ежедневно. То есть работают каждый день. Tokkа, например. Кюнаи. Иннене перед. Мин иннене, как бы раньше меня. Это моя коронная фраза. Переведите раньше меня. Мин иннене. Эссе – это еще. Онтон – потом. Надо вот так вот запоминать, чтобы более были созвучные. Так. Тюн – ночью. Когда он же хаган? Бюгün – сегодня. Белигин – сейчас, теперь. Курук. Минут 5 назад проходили. Курук – это всегда. Курук. РД – рано. Садыхтик – редко. Сарсын – завтра. Сотору – скоро. Хаганда. Хаганда – никогда. Хаган – когда. Хаганда – это никогда. Тута – это сразу. Курук – всегда. Угу. Да, все верно. Селесинов 17. Так, что мы еще? По-моему, все Антон потом. Это так пытаюсь запоминать ассоциативно. Я думаю, вот как, допустим, какие-то слова запоминать. Там, я говорю, Антон. Ты говорю, потом переводишь. Почему? Я говорю, потому что по-якутски Антон потом. Вот. Это я так работал в одном ресторане. И у нас там все Саша. Мне как-то, непонятно, Саша, там все 50 человек поворачивают свои головы. И я говорю, запишите меня Алик. То есть, как бы Александр, это Алик, да, сокращенно Алик. Они такие, супер. И там приходят новые, там постоянно текучка, меняются люди. Кто-то приходит, там девчонки или мальчишки, я говорю, Алик. А его говорят, как зовут Алик? Олег. Вот слышите же, да, как будто, Олег. Алик. И вот так же здесь Антон. Вот ассоциативная память. Антон потом. Антон. Все еще. Хаган, да, никогда. Иннене перед. Ну, еще полезно, естественно, с русского на якутский. Мне кажется, можно это сделать. Как раз уже час прошел трансляции. Слишком много смысла нет. Потом пересматривать не будет, наверное. Давайте попробуем. Всегда.
курук, вот как в чате пишут. В этом году был. В следующем году эгил. Былырын. Ой, опять я начинаю по-якутски говорить. Это сложно контролировать, оказывается. Так, вспоминаю. Значит, в следующем году, даю 3 секунды, эгил. В этом году был. Каждый день. Кюнаи. Потом поздно. Хаган когда? Потом поздно. Хоют. Днем кюнюсь. По идее, надо сразу быстро. Днем кюнюсь, утром сарсерда. То есть вот так быстро тогда запоминается. Вечером кехе, ночью тюн. Значит, теперь, сейчас это билигин. Всегда курук, рано РД. Какие еще слова были? В давние времена это дюнюте. После этого это у нас интересная такая фраза, там сложная. Олкинитен. Кстати, я не договорил вам, как я по-английски некоторые слова учу. Есть, в общем, не знаю, смеяться будете, не будете, но всем, кому рассказываю, как бы забавно выглядит. Я думаю, как мне запомнить на английском trumpet? Trumpet – это музыкальная труба на английском. Труба, как бы, да, такая, которая дудят, и там труба, в общем, играет музыку, скажем так. И никак не могу, никакая ассоциативная память не помогает. Я такой подумал, ага, Трамп – это президент США, Дональд Трамп. И он ведет себя как животное, да? Ну, я извиняюсь, я ничего плохого не хочу сказать, это там, не знаю, заклюют меня. А pet – это домашнее животное. Я вот запомнил, когда трубу вижу, я думаю, как пишется трампет, да? Я вспоминаю сразу Трампа, президента, и что он животное, а pet – это домашнее животное, трампет. Трамп – домашнее животное. Надеюсь, никого не оскорбило чувство ничьи. Ну, такая ассоциативная память. Или вот, допустим, у каждого свое, то есть у каждого должна своя ассоциация быть, и вы когда вот такие делаете, вы сначала, допустим, вспоминаете на своем языке, на котором говорите, допустим, на русском, а потом вспоминается вот как на английском пишется. Вот, допустим, я как запоминал, как будет чайничек. Чайничек по-английски был kettle. Я такой, как-то надо придумать, как запомнить. Никак не могу, ни с чем не ассоциируется, не могу запомнить, хотя многие слова как бы запоминаются. А вот это kettle никак. Я сразу вспомнил, что есть похожее, по-другому пишется, но однозвучное kitten, это котенок. И тут используется метод Леонида, я его назвал. Надо вспомнить, что L там ставить. Я его назвал метод Леонида. Не знаю, поймете, не поймете. Вот есть, когда госномер говорят, или там в армии, там связисты говорят, Ульяна, Николай, Федор, вот Леонид. И вот метод Леонида заключается в том, что Китон, используя метод Леонида, будет Китл. Поэтому используйте ассоциативную память. Я поэтому всегда пытаюсь показывать, что БГГ вчера, там Сарсын завтра, Бюгюн сегодня, Кеге. Фу, я уже устал. Кюнюс днем, Кеге вечером, тюн ночью. Чем чаще повторяешь, прям мозг вообще отключается. Перед это у нас иннене. Потом поздно хуют. Потом поздно. Олкинитем. После этого. Олкинитен. После этого. Всегда курук. Рано. РД. Седехтик. Редко. Часто тык. Часто. Хуютук. Часто тоже. Кюнаи. Ежедневно. В общем, выписывайте слова, пересматривайте эфир. Смотрите, у меня каждое вот это слово, я его записывал в шортс, по 5 слов делал. То есть по 5 слов запоминать очень легко, удобно, и можно шортс быстро смотреть, как бы, и повторять. Я, допустим, искал там сарсерда, я там даю несколько секунд, и можно уже успеть вспомнить. Когда второй раз, третий раз пересматриваете. Там у меня в итоге 5 или 6 видео вот с этими словами. Вот. Поэтому смотрите, заказывайте свои темы, заказывайте для якутского языка. Тут
про якутские темы могу что-то. Ну, я, конечно, не прям такой грамматик, я не все знаю. Сергей Самойлов, Лепс. Кстати, про вот эту тему, как, на кого я похож, вот я вас добавлю сейчас в этот список, который мне называют. Вы Лепс уже назвали, сейчас скажу. Распятый, наверное, где у меня тут это было? Это вы из-за очков, да, я так понял? Так. Лепс. Подождите, где у меня тут Лепс? Но меня в жизни чаще называли не Лепс, конечно. На Джон Леннон называют с длинными волосами, когда я и в очках там зеленых. Так. Так, обновление. Так, обновление. В группе Telegram, Ken, нижнее подчеркивание, Лер, нижнее подчеркивание, ЕКТ. Там есть список, вот честно, его вниз продублировал. Елки-палки, что он не показывает. Неудобно с компата. Так. Вы Лепсом меня назвали... Это 4-й раз. В общем, у меня такой список, сейчас я вам в группу закину его. Меня еще Черсин называли. Ну, это в актерстве, кто меня знает, там знакомые. Я помню, стоял, у меня длинные волосы были. Ну, типа, как у Джона Леннона. И я-то не планировал, что на него буду похож. Просто так получилось. Мне люди начали, ну, актеры рассказывать, что похож. И я стоял на Красной площади, там что-то ждал друга. У меня там день рождения был, я обычно не отмечаю, уже старенький. Я не люблю уже это дело отмечать. И люди проходят там, а там же много приезжих, много иностранцев. Идут такие там, ну, немцы, что ли, не знаю. И у меня. А я как раз специально понял, что я реально похож. Я купил такую эту фотографию, есть в инсте, наверное. Купил такую кепу, как у него. Ну, вроде он носил такую. Или это кино покупал. Ну, короче, там похоже. И это, я так посмотрели. Сейчас я вам публикую, сколько раз меня называли Лепсом и другими. Вы посмотрите. Тут прям запутаться можно. Так. В общем, Киану Ривзом меня называли больше всего раз. 10 раз. Не 105, это тут я не поставил пробел. Почему так пробел-то не сохраняется? Больше поставлю. Вот, вроде получилось. Лепс, сын Лепса, меня назвали 4 раза. Это вот только на стримах поиздеваться, пишут. Безруков 1 раз назвали. Не знаю, ну, может, то, что Саша белый, белокожий, бледнолицый. Так, Джон Леннон 8 раз. Но это прям конкретно, это меня в актерской среде, на Мосфильме. И знакомые, там, новые знакомые так называли. Ну, я примерно вспомнил, что где-то так, может, даже больше называли. Но... Потом Киану Ривз меня в жизни чаще называли. Было там 25, до 30, когда было. Очень по-другому выглядел. Внешность меня Ривзом. То есть с девушкой начинаешь встречаться, и она говорит, а ты же, на Киану Ривза похож. И поэтому я себе такой никнейм сделал. То есть не то, что я там себе что-то придумал. Так, Джонни Депп 1 раз меня называли. И Чурсин. Чурсин меня 3 раза, но это тоже так. Когда я в кино снимался, меня тоже даже, может, больше раз называли. Ну, вот как бы так было. То есть я сам не напрашиваюсь, меня вот так называют, как вы, Лепс. Ну, в общем, приятно было поболтать. Вот в конце я рад, что подключились, активно подключились. Я думаю, хорошо повторили, мы этот, наверное, момент закроем. В следующий раз что-то другие будем, какие-то слова изучать, тоже тематически что-то подумаю, что можно сделать. Может, из того, что раньше проходили, чтобы это в эфирах было сохранено. Вот. Я, наверное, сплоховал, что камеру так держу или так нормально. Может быть, надо ее переворачивать? Я не подумал. Не, наверное, так нормально, вам будет более видно. Удобно держать, да? Так, ну все, наверное.
В общем, всем спасибо, кто был на эфире. Всем спасибо, кто ставил лайки. Всем спасибо, кто поддержал или поддерживает донатом на карту или Donation Alerts. В общем, если хотите, чтобы вашу тему разобрал, можете писать. Можете в Telegram перейти. Также называется как канал Can Learn UKT, да? И я надеюсь, вы меня слышите. Что-то я микрофон забываю. Лепста, забываю про микрофон. Так, что еще сказать? Я сейчас, если люди отправляют какую-то тему, кидают донат, и я снимаю для них, если они просят озвучить, озвучу их. Ну, и если не просят, в принципе, озвучу. Бывает, просто говорят, не надо меня озвучивать, скажи просто там то-то, то-то, там разбери, я делаю. То есть как хотите, так и сделаем. Ну, это и будет как бы наша связь и вот в таком роде. Темы можете посмотреть на канале Scott, вот, либо вот в английском, либо в якутском, как вот я в таком стиле делаю. В таком стиле же темы разбираю. То есть на психологию, на спорт, бокс, армрестлинг, ну, все, что я чем могу. Отношения, в общем. Спасибо, что были. Пишите, не стесняйтесь. Приятно всегда, когда люди что-то пишут. Даже вот про Лепса. Пусть будет так. Я нормально реагирую. В общем, все, увидимся в следующий понедельник, как минимум. Будем думать, может быть, еще другие дни. В понедельник не так легко всем выходить. Хотя за прям очень много было. Ладно, все, всем счастливо, до новых встреч. Увидимся в следующем видео. Все, Гадиари, до свидания. Как выходить? Сейчас.